На территории особой экономической зоны «Север» в Сыктывдинском районе появятся новые производства. Выпускать планируют плиты МДФ и мебель. Об этом стало известно из инвестиционного послания Владимира Уйба к партнерам и инвесторам на заседании профильного совета. Какие направления выбраны приоритетными для вложения средств и развития экономического потенциала республики, расскажет Наталья Юрина. Новые направления и возможности. Первое заседание Совета по развитию инвестиционного климата в Коми в этом году. За круглыми столами инвесторы, партнеры, члены правительства. Задача – обсудить и создать комфортные условия для бизнеса. Как отметил Владимир Уйба, сегодня Коми занимает 23-е место по России в рейтинге состояния инвестиционного климата. Республика Коми имеет достаточно высокие позиции по основным макроэкономическим показателям. В Северо-Западном федеральном округе 4-е место по объему ВРП и 6-е место по объему инвестиций в основной капитал на душу населения. В 2020 году впервые за последние 3 года отмечен годовой рост инвестиционных вложений в экономику. По темпам роста в 2020 году республика стала лидером среди регионов Северо-Западного федерального округа. Крупные игроки на экономическом рынке по-прежнему компании по добыче полезных ископаемых. Глава Коми подчеркнул о необходимости инвестировать в сельское хозяйство, туризм, перерабатывающие отрасли и безотходные технологии. Потенциал имеется. В инвестиционном портфеле Коми около 60 проектов. Доход от них к 2025 году составит примерно 250 миллиардов рублей. Для их запуска и реализации сформирована вся необходимая правовая база. Реализуется комплекс мер, направленный на привлечение инвесторов в регион, формируется инвестиционный имидж региона, строится система взаимодействия с инвесторами, в том числе через создание системы преференций. Владимир Уйба дал поручение Минэкономразвитию Коми в следующем году привлечь из федерального бюджета деньги на поддержку промышленников. Возместить затраты на обустройство инфраструктуры смогут и авторы инвестпроектов. 5 подобных идей в Коми одобрены, еще 5 на рассмотрении в Москве. Не обойдут стороной предпринимателей. На поддержку бизнесменов в ближайшие годы направят почти миллиард рублей. Особое внимание в правительстве уделяют и резидентам арктической зоны. На сегодняшний день на инвестиционном портале Арктической зоны Российской Федерации зарегистрировано 46 проектов в таких отраслях, как добыча полезных ископаемых, переработка, транспорт, сельское хозяйство, социальная сфера, с общим объемом заявленных инвестиций более 6 миллиардов рублей. И планируется к созданию 1347 новых рабочих мест. Владимир Уйба посоветовал поторопиться правительству в работе по созданию особой экономической зоны «Север» с льготным режимом для резидентов. Расположится она в Сыктывдинском районе. Якорным резидентом стал Лузалес, с которым на Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение. Компания откроет завод по производству плит МДФ. Готовность реализации проектов в рамках особой экономической зоны «Север» также подтвердили инвесторы, планирующие создать мебельное производство, мебельная фабрика в партнерстве с ООО «Аскона». 5 миллиардов рублей создание 700 новых рабочих мест. И АО «Пумос» с инвестициями 200 миллионов рублей создание 100 новых рабочих мест. Предлагаю потенциальным инвесторам рассмотреть возможность стать резидентом создаваемой особой экономической зоны. На заседании Совета коснулись и темы экспорта. Также глава Коми проанонсировал создание 2 кластеров – нефтегазового и арктического медицинского, и открытие новой учебной площадки «Фабрика процессов» для повышения производительности труда. После выступления главы участники мероприятия поделились предложениями по улучшению инвестиционного климата республики. Также участники Совета получили проект инвестиционной декларации, которую разработало правительство республики. В документе отражены перспективы, направления и потенциал экономической сферы Коми. Эта инвестиционная декларация с течением времени, в случае принятия нормативно-правовых актов на федеральном и региональном будет ежегодно актуализироваться, то есть будет таким рабочим нашим документом, который можно будет предоставить партнерам как в Российской Федерации, так и за рубежом. Свои комментарии представители Совета по декларации должны внести до 10 сентября. После документ отправится на утверждение в Минэкономразвития России. Наталья Юрина, Вячеслав Беспалов, Роман Боровиков, телеканал Юрган.